родоплеменной состав нагайцев-юртовцев. Сейчас уже многие, к сожалению, забыли о том, что у нас были свои рода и тамги. А между тем, эта память нужна нам. Она связывает нас с историей наших предков и нашей родней, приоткрывает завесу над нашим происхождением. Многие названия махалля, названия кварталов, у аулах юртовских нагаев имеют родоплеменные названия из-за того, что племена оседали совместно, переходили на оседлость и селились рядом с родичами, одноплеменниками. Приведем примеры. Кымшак, махалля, села Каргалык. От слова кыпшак происходит от родоплеменного названия Кипчак. Этот род один из самых распространенных у нагайцев. Например, у карнагайцев есть подрода Утикайлы Кыпшак, Аювши Кипчак, Тикмуис Кыпшак, семья и род Кипчаковой у кубанских нагайцев. Кипчаки были одним из главных племен в Золотой Орде и во всех постзолотоордынских государствах. Саму Золотую Орду часто называли Кипчакским улусом. А еще ранее кипчаки полностью заселяли весь нынешний юг России, степи Предкавказья, Крыма и Украины. Килинчи, село Килинчи, Киляше, Килинчинские – это едисанские нагаи. Род Киляше есть у ставропольских нагайцев и едисанцев. Село Тулугановка, Кундрау. Род Тулуга или Тулга существует у едисанских нагайцев Ставрополья. Сами кундровские нагайцы, Кундрау, многие помнят, что они пришли с Терека и относятся к роду Детисан-Тулга. По Тереку когда-то проходила граница Астраханского ханства. Недаром в русских летописях 1508 года хранится память. Пошел Мурза Мамай на старые нагайцы кочевья, на Терек, на реку. Недаром и потомки ханов Астрахани правили в Кавказской Тюмени на равнине нынешнего Дагестана. Киреит Махалля в селе Каргалык. Род Киреит Алтаяк существует у нагайцев Карагашей. Семья и род Киреитовы есть у кубанских нагайцев. Название Киреит в топономиках Крыма и у степных нагаев Крыма. Мангыт, Ак-Мангыт, род Эдиге, до сих пор распространен у юртовцев. Это род княжеский, к нему относился Эдиге, Бекелербек Золотой Орды, основатель Нагайской Орды. Его потомки занимали видное место в Крымском ханстве, Большой Орде и Казанском ханстве, жители которого платили им дань. Мангытский выход. Мангытский куб, объединение родов, существует до сих пор у Карагаш-нагаев. Племя мангытских нагайцев было на Кубани в Кубанской Орде. До сих пор есть село Мангыт-Артезиан и племя Мангыты у нагайцев на Ставрополье, а также поселок Мангыт был и в Калмыкии у нагайцев-утаров. Кенегес, Махалля, село Казан. Племя Кенегес существует до сих пор у нагайцев и едисанцев в Ставрополье. Курнат Махалля в селе Казан, Кунград. Это у кубанских нагайцев Кумратовой. В Крыму у степных нагаев было много топонимов. Племя Кунград было племя одним из главных и влиятельных в Астраханском ханстве. В нагайских эпосах упоминается персонаж Узун-Айдар Кунград. Род был широко распространен среди нагайцев. Алаш среди юртовцев села Казан. Род Алаш Кыпшак у нагайцев, живущих близ Сулака в Дагестане. Алаш было прозвищем Мамая, участника Куликовской битвы. Уран Алаш использовался нагайцами-карагашами мангытского куба. Тамга и род Тарак. Тараклы у нагайцев-юртовцев имеет параллели. У нагайцев-карагашей Тамгу Тарак гребень или хан Тамга использует род Тубетпес Жаны Найман. Есть род Тараклы Найман у таркинских нагайцев Дагестана. Топоним Тараклея в Гагаузии, где раньше жили буджакские нагайцы. Семья и род Наймановой существует до сих пор у кубанских нагайцев. Племя Найман было одним из самых многолюдных в Нагайской Орде и Большой Орде, из которых выделилось Астраханское ханство. Род Найманов из Большой Орды частью ушел к польским татарам, которые тоже помнят о нагайском происхождении, как, например, Арслан Найман Мурза, Леон Кричинский. Тема родов, племен и тамг юртовцев должна изучаться далее более основательно. Как же узнать свое племя и род? Многие представители старшего поколения из юртовцев еще помнят свои атаки и тамги.
Нужно собирать этот материал нам всем вместе. Народ, не знающий прошлого, не имеет будущего. Дерево без корней не живет. Без нуайлар.